Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Нарушение санитарных норм выявили в 6 развлекательных заведениях Якутска. Немалые споры вызвало решение о присоединении театра Мирного к Русскому драмтеатру имени Пушкина. С чем связаны такие перемены? Айсен Николаев объявил о начале фотоконкурса «Моя зимняя Якутия». Теперь гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах, чтобы оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет. Поправки вступили в силу в воскресенье. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены с 1 января 2020 года указом президента страны Владимира Путина. Их получают семьи с низкими доходами. Выплаты начались с 1 июня. Пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей можно оформить на портале госуслуг или в МФЦ. Крупные торговые сайты-агрегаторы с выручкой более 40 миллионов рублей за прошлый год, использующие наличные расчеты с потребителем, теперь обязаны принимать к оплате карту МИР. При этом планируется поэтапное снижение порога выручки. Так, с 1 марта до 30 июня 2021 включительно под действие закона подпадают агрегаторы с объемом выручки, превышающими 30 миллионов рублей. Заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 миллионов рублей с 1 июля 2021 года. Изменения в законодательство должны привести к тому, что недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактной или нелегальной продукцией только за наличную валюту, будут вынуждены уйти с рынка или же изменить бизнес-модель. В России ввели новые требования к автомобилям из Евразийского экономического союза. Они регистрируются только при наличии электронных ПТС. При этом до 31 марта следующего года допускается оформление ПТС по форме и в соответствии с правилами, установленными законами Белоруссии, Казахстана и Киргизии, не учитывающие новые формы техпаспорта и его электронной формы. До конца марта эти страны должны через национальных операторов предоставлять систему электронных паспортов по запросу сведения о таможенном документе и таможенных ограничениях в отношении выпущенных автомобилей при оформлении электронных паспортов на автомобили в России, а также предоставлять систему сведений о совершенных ранее регистрационных действиях на автомобиль, на который оформлен электронный паспорт. Почти 3000 якутян с 1 июля зарегистрировались в качестве самозанятых. Наибольшее количество в Якутске – более 1300 человек, а также в Нерюнгринском, Алданском, Ленском и Мегино-Кангласском районах. По прогнозам регионального министерства предпринимательства к 2021 году количество самозанятых планируется увеличить примерно до 4500 человек. Напомним, что самозанятый гражданин, оказывающий платные услуги без привлечения наемных работников, должен отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. Сегодня предприятия торговли, общепита, сферы услуг площадью свыше 400 квадратных метров будут закрыты на дезинфекцию помещений с 8 утра до 12 часов дня. Вчера, в воскресенье, в это время на санитарную обработку были закрыты предприятия площадью до 400 квадратов. Меры применяют в соответствии с указом главы региона в силу сложившейся эпидобстановки. Нарушение санитарных норм выявили в 6 развлекательных заведениях Якутска. Рейды провели в ночь с 30 на 31 октября, так сообщили в столичной мэрии. В число нарушителей попали КДЦ «Гэлакси», в лаунж-баре «Туман», ресторане «Умед», караоке-баре «География», баре-магазине разливных напитков «Борей», говорится в сообщении. В отношении них составлены административные акты. Всего сводная группа городского оперштаба проверила 19 заведений. Немалые споры вызвало решение о присоединении театра Мирного к Русскому драмтеатру имени Пушкина. С чем связаны такие перемены и почему не все поддерживают это решение, в материале Марферины Алексеевой. Огромный зал на 500 мест давно не использовался по назначению. На протяжении нескольких лет театр работает на 120 мест, из которых чаще всего занято не больше половины. В 2019 году театр провел 87 показов. Это даже меньше половины того, сколько показывают другие районные театры республики. При этом ежегодно в деятельность и развитие театра вкладывается довольно крупная сумма. Порядка 100 миллионов рублей государственных денег с бюджета Республики Саха-Якутия,
Более 10 миллионов рублей туда вкладывает акционерная компания «Алроса» и администрация Мирнинского района. Помогаем федеральными субсидиями. Театр за 2019 год заработал всего 1 900 000 рублей. Это то, что мы выручили за свои билеты. А это основной вид нашей деятельности и работы, который мы должны увеличивать, усиливать и направлять туда наш талант актерский. Для того, чтобы предотвратить полную утрату театра, принято решение внедрить опыт самого посещаемого и старейшего театра Дальнего Востока – Русского драматического театра. Эта задача возложена на нового художественного руководителя Александра Лобанова. По его мнению, основной проблемой неэффективности театра является узкая направленность репертуара. Палитра должна быть разнообразная. Здесь должна быть и классика, и отечественная, и зарубежная. Здесь должна быть и образовательная программа. Здесь должен быть тот материал, который бы был интересен широкому зрителю. Но это именно догма сейчас. То есть мы должны прийти именно вот к этому результату. Коллектив Мирнинского театра против перемен. Современную драматургию считают самой актуальной, а присоединение к Русскому театру считают концом самобытности. Дело в том, что в Якутске, помимо театра имени Пушкина, есть еще 5 театров. И если человеку хочется чего-то посложнее и поинтереснее, чем дешевые комедии, то он может пойти в прекрасный Саха-театр. У нашего зрителя этого выбора нет. Поэтому наша репертуарная политика, она должна быть намного богаче, она должна быть намного серьезнее, чем просто спектакли, которые тупо кассовые. Мы провели опрос, в котором горожане делятся своими предпочтениями касаемо желаемого репертуара. Ну, что-нибудь классика какая-нибудь, там что-нибудь «Идиот». Я люблю Достоевского просто, как бы, все его произведения прочитал. Как бы хотелось бы увидеть что-нибудь такое вживую. Я люблю очень историю и исторические спектакли, картины. Хотелось бы больше этого, а потом это воспитывает же нашу молодежь, наших детей. Чтобы там показывали национальные якутские сказки, там, Ланкота. Кто-то классику любит, кто-то современный репертуар. Кому что нравится. Мне, конечно, классика больше. Помимо работы с репертуаром, театр начнет давно забытую гастрольную деятельность в республике. Кроме фестивальных спектаклей, мы еще будем ставить классику. Увеличили бы гастроли в наших городах – Нюрнберге, Алдане, Ленске, Мирном. Если через год мы будем анонсировать, что в аншлаг мирнинских спектаклей, на Мирнинской площадке театров нашей республики идет аншлаг, и зритель идет, и мы работаем, значит, правильно. Вот к этой оценке мы будем двигаться. Новое руководство намерено расширить репертуар. При этом действующие, полюбившиеся зрителям стилистические формы будут сохранены. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. 7-я торжественная церемония всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» прошла в режиме телемоста с регионами. В этом году детям-героям впервые вручили медаль Совета Федерации за проявленное мужество. Награды Совета Федерации получили 142 ребенка. Далеко не у всех были какие-то навыки спасения, но именно они откликнулись в экстренных ситуациях. Дети спасали людей из огня, воды, от разъяренных животных, предотвращали преступления. Есть юный герой и в Якутии. Это Тимофей Степанов. Он спас на озере отца и сына Габышевых. Тимофей уже собирался домой, когда услышал крики о помощи. Он увидел тонущих людей и вытащил из воды. Сначала мальчика, потом и его отца. На берегу спасенным оказали первую помощь и вызвали скорую. Благодаря Тимофею обошлось без жертв. Никто не погиб. Благо. Несмотря на свой юный возраст, дорогие ребята, в минут опасности вы проявили лучшие человеческие качества. Милосердие, сострадание, стойкость, мужество. И я хочу вам за это сказать спасибо. За то, что вы такие, за то, что вы сумели помочь тем, кто оказался в беде. Вы протянули руку помощи тем, кто нуждался в ней. Вы спасали людей, кто оказался под завалами. Вы спасали от преступников, от разъяренных животных. Вы бросались в огонь и воду и протягивали людям свою руку. Спасибо вам огромное. В этот день я хочу сказать огромные слова благодарности вашим родителям, вашим дедушкам, бабушкам, вашим учителям, тех, кто научил вас быть неравнодушными, тех, кто научил вас помогать ближним.
В столице республики завершился хакатон ВКонтакте. Масштабное соревнование для программистов, дизайнеров и других специалистов в области разработки. На протяжении нескольких дней конкурс проходил в режиме онлайн. Участие могли принять как школьники от 14 лет, студенты, молодые специалисты, так и эксперты в области IT со всего Дальнего Востока. 5 команд были представлены из республики. Основная цель хакатона – развитие и поддержка талантливых перспективных специалистов, создание условий для личной и профессиональной самореализации участников, а также объединение на одной площадке участников разного уровня подготовки с различными компетенциями. Для вас выступят спикеры от команды. Все дали разные кейсы. Хочу отметить внимание на первый кейс, получается, от компании ВКонтакте, разработать VK мини-апс, например, там. И их в этом никак не ограничивали. Они могут разработать приложение, которое им интересно. А насчет второго кейса хочу отметить то, что там тоже их вообще не ограничивали. Они могут разработать любой им интересный навык для голосового помощника Маруся. Книгу «Герои земли Олонхо» перевели в электронный формат. Издательско-фондовый отдел Республиканского дома народного творчества и соцкультурных технологий опубликовал ее на своем сайте. Издание посвящено 75-летию Великой Победы. Книга содержит уникальные материалы, собранные из 14 районов, о работниках культуры, которые приняли участие в войне. Якутяне могут прочитать рассказы родственников об участниках войны, которые проработали в разные годы в библиотеках и музеях. Айсан Николаев объявил о начале фотоконкурса «Моя зимняя Якутия». Мероприятие проводится ежегодно. Для участия необходимо на своих страницах в социальных сетях выкладывать красивые фотографии Якутии с хэштегом «Моя зимняя Якутия 2020» и «Майвинта Якутия 2020». Также нужно дать краткое описание вашей фотоработы и отметить на фото официальную страницу конкурса «Моя зимняя Якутия 2020». Итоги подведут 1 декабря. Новая рабочая неделя в России будет сокращенной. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября, пояснили в Роструде. Соответственно, на час сократится продолжительность предпраздничного рабочего дня во вторник. Выходной день, по заверениям синоптиков, станет еще и самым теплым на предстоящей неделе в столице. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян только в конце декабря. В этом году 31 числа выпадет на четверг и является сокращенным рабочим днем. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января 2021 года. На этом пока все. До встречи в эфире.